Сегодня мы знаем о том, что тут коллеги говорили, что Российская Федерация надежно защищает наши границы сухопутные, воздушные, морские. Границы надежно защищены. И абхазский народ всегда благодарен России за мир в Абхазии. Также абхазский народ помнит во время Отечественной войны народа Абхазии погибших добровольцев, русских добровольцев, которые были здесь в нашей стране и погибли наибольшим количеством. 180 русских добровольцев погибло за свободу, независимость моей страны. Абхазия это помнит и будет помнить всегда. Геополитическая ситуация в мире бурно меняется и характеризуется постоянными столкновениями политических, экономических, военных интересов стран, коалиций, государств. В этой обстановке многих волнует вопрос, существует ли непосредственная угроза безопасности Республики Абхазия, откуда она исходит, каков ее характер, каковы должны быть меры защиты, какие процессы проходят сегодня по периметру наших государственных границ. Наличие постоянно тлеющих и готовых в любой момент начаться военные действия между Республикой Абхазия и Грузией создают опасные предпосылки для территориальной целостности Республики Абхазия. В настоящее время, по существующим данным, военный бюджет Грузии превосходит аналогичные расходы Минобороны Абхазии в 1000 раз. Военные расходы Грузии составляют более миллиарда лари. Это около 350 миллионов долларов. Также Запад во главе США обеспечивает Грузию современным высокотехнологичным оружием и военными инструкторами НАТО. По данным российских военных экспертов, Грузия на период 2008 года была самой боеспособной армией в мире. На сегодняшний день Грузия наращивает военные возможности более чем в состоянии 2008 года. Поэтому необходимо четко проанализировать позицию Грузии, которая продолжает укреплять и наращивать военно-экономический потенциал. На мой взгляд, чрезвычайно важно экстренно провести реформирование вооруженных сил Республики Абхазии, определить готовность родов войск в современных условиях, особое значение возложить на мобильность, универсальность подготовки солдат и офицеров, скоординировать свои действия с командованием 7-й военной базы, особое внимание придать возможностям наших ПВО и возможностям наших союзников. Далее, нам необходимо обратить внимание на возможность уже сегодня создать фортификационные сооружения и возможности инженерного обеспечения. Укрепления надо строить сегодня, быть готовыми, а не под бомбежками противника рыть окопы. Внимание обратить на подразделение береговой охраны. Использовать возможность в полной мере горный рельеф для эффективного занятия господствующих высот. Руководители районов должны отвечать за организацию гражданской обороны, наладить оповещение в случае воздушной тревоги, подготовить бомбоубежища, которые сохранились с советских времен, и определить новые. Также наши горы, рельеф, пещеры использовать для защиты гражданского населения. Принять ряд законов и ужесточить меры для тех, кто уклоняется от несения обязательной воинской службы в вооруженных силах Абхазии. Я считаю, что без службы в армии гражданин Абхазии не должен иметь возможность работать и учиться, сделать авторитетным несение службы в армии. Также важно президенту уже сегодня своим указом создать Государственный комитет обороны. Кроме силовиков и глав районов, туда должны войти опытные люди с военным образованием и боевым опытом, и в его рамках ГКО принимать необходимые решения по всем направлениям, в том числе и кадровые. Спасибо за внимание.